Будем сейчас плыть до Эминьоне. Вот сколько набросали семитов, бубликов для рыбы. Туриол компания. Уже вы о ней слышали, когда мы на Лесбос плавали. Ничего не написано, написано Туриол. Вчера пополнили Стамбулкар. Сейчас будем плыть до Эминьоне. Эминьоне 8:45. Идем. Каракёй, Эминьоне. Идем наверх на обзорную площадку. Вот вид на Кадыкёй. В одном из переулочков мы заворачиваем и идем. Вот там, где автобусов скопление, туда вверх, где флаги. Чайки кричат очень пронзительно с раннего утра. Вот так выглядит пристань. Кораблик пока свободный, но сегодня суббота, кстати, сегодня. Полицейских много, служащих в порту. Вот красивый, да, вокзал действительно, но на реконструкции. А мы проплываем мимо красивого вокзала Хайдар-Паша. В 2009 году на нем снимали рекламный ролик Шанель номер 5 Ориент Экспресс с Одри Тоту. Хотя Восточный экспресс здесь никогда не останавливался. Этот вокзал был построен в начале 20 века как отправная точка маршрута Стамбул-Багдад. Здание вокзала проектировали немецкие архитекторы в стиле прусского неоклассицизма. Внутри, говорят, очень красиво. Залы декорированы в восточном стиле. Какие суда стоят. Порт Кадыкёй. Вот такие виды. Какой трафик даже в море. Вон Девичья башня. Одна из достопримечательностей. Даже в море трафик. Посмотри какой. Суденышки, смотрите, разного размера. Вот также вы можете увидеть Босфорский мост. Первый. До Девичьей башни его. И вот приближаемся к району Каракёй. В центре Голландская башня. Здесь достопримечательности площадь Таксим, улица Истекляль. Здесь к ним можно подняться на историческом телеферике, погулять, побродить по этим местам. И будем сейчас проплывать под мостом. Голландцы вплывать в Золотой Рог, залив Золотой Рог. Вот Turkish Airlines пролетает. Вот трамвайчик Т1. Очень такой у него экскурсионный маршрут. Под мостиком ныряем. Здесь рестораны. Вот. Под мостом рыбные рестораны. Вот второй мост. С этой стороны, кстати, запах рыбы жареной. Здесь тоже рыбные рестораны. На берегу вот там можно купить балык-мед, рыбу, волки. Вот там, вот сейчас, куда я камеру направила, там вы найдете лодочки на Эминьоне, которые торгуют рыбкой. И поесть вместе с местными ее, это очень так прикольно. Вот здесь стали на Феркеджи, дошли сюда пешком. Вот трамвайчик. Стамбулкар универсальная. И на пароме на ней проплыли. И на трамвае поедем. Приехали на Зейтинбурну на трамвайчике. Сейчас по мосту будем подниматься рынок Мертер. На рынок Мертер. Раньше этим трамваем можно было доехать до, пересесть на метро вот здесь вот и доехать до метро Ататюрка. Сейчас он уже
это метро не актуально. Ну, вернее, этот аэропорт не актуален. Вот метро станция Зитинбурю стасьон. Вот мост, под мостом мы приехали. И идем вот по мосту на рынок. Проходите мимо вот этих вот штук. Это сделали для транспорта спуск на станцию трамвая. И идете вот дальше по мосту. Вот оттуда. Вон где ступеньки, мы поднялись, прошли по мосту ровно прямо и идем дальше. И вот переходим дорогу сейчас. И вверх это будет подъем. Магазины будут с обеих сторон. И там наверху будет очень много магазинов. Как опт, так и розница. Нужно спрашивать, нужно смотреть. Куда поднялись. То есть спуск такой. Ой, подъем такой. Ух. Постепенно вверх. По обе стороны магазины. Пойдем. Вот сейчас пойдем вверх, да. Вышли наверх. Купили 8 рубашек на 300 лир. На наши 1200 гривен, да? А? 1200 гривен? За все? Да. Ну да, где-то. Да. 180 гривен рубашка. 180 гривен рубашка, 320 лир. 180 гривен рубашка. Лир сколько? 320. 40 лир одна. 40 лир одна. 8 рубашек купили. С длинным рукавом. Вот семиты продают. Идем дальше. В этом магазине провели часа, наверное, 3. Столько много вещей. Столько много вещей мужских вообще. И рубашек, и брюк. Самое, что они торгуют, розница. Я в нем в этом магазине была 3 года назад. И вон парфюмы неплохие. По 30 лир, по 15. Ну, мы по 30 купили. Джинсы, брюки, рубашки, костюмы. Костюмы по 299 лир, 230. Рубашки по 30 лир. 39, вернее, лир. Вот сейчас скидки идут на тишоты. Вот 24, футболки по 19. Вот магазин. Рекомендуем. Мужская одежда. Куча всего. На 100 баксов что накупили? Рассказывай. На 100 баксов 6 штанов, 2 футболки, 2 духов. Что мы что взяли? Джинсов, 6 джинсов. Ну, джинсы, брюки. 6 штук это и джинсы, и брюки. Да. Вообще, выбор большой. Духи Классный. обалденные. Да. 2 рубашки, 2 майки. Да. Пошли к детям. Идем детское еще искать. В общем, здесь сплошные магазины, но не все в розницу продают. Поэтому вот та улица, которая вниз ведет к трассе и к переходу, там розница. Здесь редко, но есть. Магазинов здесь валом. Погрузки, загрузки, карго, транспорта куча. Здесь торговая жизнь идет ключом. Детская подсказали, нужно вниз идти. То есть там, где розничная улица, по левую сторону. Вот. Еще кусочек бизнеса Мертера. И вот розничная улица вниз пошла. Здесь розница. Купили в одном из магазинов мужские туфли. 30 долларов. 114 лир. Да, ну примерно 30 долларов. Вот теперь спускаемся вниз. Остался позади путь к Мертеру. Вот эта улица розничная, она же там и оптовая кое-где. И вот идем, опять возвращаемся этим путем по вот этому вот мосту вниз к станции метро и к станции трамвая. Там на маршрутку сядем, поедем в торговый центр Оливиум. Маршрутки. Сейчас будем искать маршрутку на Оливиум центр. А вот сзади получается мост, по которому мы шли. Сели маршрутку. Так, маршрутка нас привезла в торговый центр Оливиум. Сейчас идем пешочком туда. Вот он. Вот торговый центр Оливиум. Торговый центр Оливиум. Сейчас будем заходить в него. В центре Оливиум. Вот тот же самый марка, тот же самый магазин, который мы нашли в Мертере.
те же самые цены. Вообще прекрасный выбор. Вот скидки сейчас и по 19 лир можно купить футболку. И по 24 вот пола можно купить. Выбор просто офигительный. Большой выбор. Рубашки, штаны, джинсы, валом всего. Вот так называется марка эта. Вот магазин этот. Снимать в торговом центре, скорее всего, нельзя. Поэтому вот такой небольшой урывочек. Идем с Мертера. Да, снимать невозможно. В общем, попали закрыты там точки кожи продажи. Но был открыт магазин, в котором я в 2016 году покупала кожаные вещи. Попали на хозяина. И, в общем, заказала куртку своего размера, модель примерно. Выбрала ту, которая мне понравилась, за $150. Уговорились. Будет шить. Кроить и шить. Я напомню, что в 2016 году я купила мужскую куртку. Бедненькая, жарко собачка. Купила куртку мужскую и уже в номере поняла, что не угадала с размером. И мне, в общем, пригласил он, и приехала в этот магазин, и хозяин пригласил закройщика, и мне сшили куртку за ночь и за полдня. Оставлю контактные данные его. Магазин называется Мертере Мисс Дери. Вот в понедельник нам забирать куртку вечером. Пошьют. Сегодня суббота, вечер. Вот сейчас. В понедельник к вечеру пошьют. Сейчас идем на метро. Здесь недалеко от Мертера. Кызыл-Чешме. И потом с пересадкой будем ехать до Кадыкёя метро. Мармарай. Вот у нас полные руки покупок. В Мави купили джинсы. Нравится мне эта фирма. Джинсы там хорошего качества. Мави. Они, в принципе, представлены во всех торговых центрах. Нашли такую же самую в Оливиуме фирму, как мы покупали на Мертере магазин. Мужская одежда. Там мы много взяли. На Мертере на $100. Вот показывает мне муж, подсказывает. Вот в аренду велики стоят. И такую же мы марку увидели в Оливиуме. Я сейчас помещу вот здесь вот картинку, название этой фирмы. Очень много вещей по отличным ценам. Мы уже в магазине докупили пиджак сыну. Купили. Ну, там еще на подарок купили мужскую кофточку. Вот. Ну, вот станция. Сейчас у меня карта памяти уже заканчивается. Память. Вот вход в метро. Будем входить сейчас. У нас есть Стамбул-карт. Покажем Стамбул-карт. Стамбул-карт наша. Все. А мы в ту сторону? Не знаю. Вот такая поверхностная линия метро, ветка. Дальше хочешь пройти? Такая даже на насыпи находится. И мы ждем поезда. До Гебзе. Гебзе делается. Красотихи строят. Где наша станция? Нам нужно Айрыл-Чешме. Вот она. Айрыл-Чешме. А мы где А мы на Кызыл-Чешме. Раз, два, три. На 4-й Где, выходим. покажи мне. Вот красным Кызыл-Чешме, Юникап, Сыркиджи, Скудар и Айрыл-Чешме. Короче, тут не пропадешь. Мы тут не знали, в какую сторону нам войти. Девочка на русском языке. А вам куда надо? Красота. Море он мраморное. Представляете, девочка говорит, а куда вам надо? А мы такие, о, нам там туда, на Кадыкёй. Она говорит, ну, говорит, можно, в принципе, в любую сторону, говорит, ну, сюда, говорит, идите. Вот так. Вот поезд наш прибывает, вот такой вот он. Гебзе, Халкали. И мы садимся сейчас. Пересадка у нас будет потом на Кадыкёйскую линию, на розовую метро. До станции будем ехать в Кадыкёй.
проехали 3 станции, Мармараем и идем дальше на Кадыкёй ветку. Хотела снять, как заходим, не получилось. Быстренько, киш-киш-киш. Ага. Здесь оплачивать, да? Да. Там пропускают, а тут оплачивают. Тю-лю-лю. У нас один служащий так и пошутил. На станции мы прикладываем не туда, куда надо, а он говорит тю-лю-лю, тю-лю-лю. Да, вчера пополняли 50 лир карту Истамбул. Сегодня уже плавали на кораблике, в метро, трамваем ездили. У нас все 30. И 2 раза в метро. И у нас израсходовали 30 лир? 20 израсходовали лир. Такие просторные, светлые. Получается, мы проезжали под Босфором. Такая красивая, светлая станция. Вот Кадыкёй. Нам сюда. Ждем поезд до нашей станции, сейчас на котором находимся, Айрылык-Чишме. Она переходная. Мы с Мармарай перешли на вот эту ветку, розовую Кадыкёй. 25-го уже пришли. Получается Сиркиджи и Ускудар. Вот это вот между ними Босфор. Да. Потом вот до Айрылык-Чишме мы сейчас доехали, мы сейчас здесь находимся. И где у нас одна станция, так вообще вот рядом. Розовая ветка Кадыкёй. Прикинь, вообще Вот полчаса. розовая ветка, да. Ехали мы Мармараевской веткой, вот она серым изображена. Мы ехали отсюда. Вот Зейтинбурну. Если бы мы знали, мы сразу бы сели. А так мы сели, ехали маршруткой от Зейтинбурну до Мертера. А можно было вот проехать всего лишь одну станцию до Кызыл-Чишмы. И там пройтись меньше было, чем маршрутками телепались. Ну, вверх надо будет идти. Да, ну вверх нужно будет идти. Так что, в принципе, если разобраться, то ничего сложного. Эта система, наверное, как Istanbul карт. Надо разбираться. 8 ДК станций минут. Это как оплата, да. 8 ДК, 8 минут, 6:40. Поезд. Такой оранжевый, красивый логотип. Кадыкёй. Красивое панно. На станции метро Кадыкёй. Не знаю, какая-то вот эмаль, что ли. Очень красиво. Изображена Галатская башня. Это мой Олежек. Такой выход в обе стороны. Идем пока наугад в один из выходов. Покажу, что купили. Значит, в одной точке на Мертере улица, идущая вверх, которую я показывала. Там в основном розница, но есть и точки только оптовые. Купили здесь 6 рубашек. Вот одна и та же фирма. Разного цвета. По 40 лир. Такая голубая, серая, белая, черная. Такая непонятно беж. 2 варианта синих. Так, это вот этой точки. Затем уже, когда эту улицу прошли, повернули направо, немножко прошлись, вот с таким названием магазин. Я в нем была 3 года назад. Там все мужское. Выбор большой, мы там очень много пробыли времени. Цены хорошие. Сейчас, мне кажется, как на лет, хотя это не летние, ну, в общем, цены хорошие. Еще такую рубашку купили, 30 лир. Машинка у меня стирается, извините. Стирает, вернее, не стирается. Так, футболка вот такая. Ну, надо что-то там вообще. По-моему, 20 лир. Материалы все хорошие. Там же туалетная вода мужская. И это, и это. Запах понравился, по 30 лир. Там же вот эта футболка. Пола. 30 лир. В этом же магазине 2 джинс муж себе купил. 70 лир и 100 лир.
И вот эти все покупки с этого магазина составили где-то $100. На $100. Еще ремень забыла. Ремень кожаный. 30 лир. Затем Мави. Покупала 3 года назад джинсы этой фирмы. Не дешевые как бы джинсы, но мне нравится. Качество нравится. Здесь мы купили и женские, и мужские. Я себе. Так, это мужские. 190 лир. И мои женские немножко другого цвета. Синие. 200 лир. Не дешевые. Карту дали дисконтную. Но мы решили взять. Раз покупали 2 раза, возможно, будет и 3-й раз. И чек такой дали. Тут только такая, видно, не заканчивается лента кассовая. И это в торговом центре Оливиум. И вот потом же в этом торговом центре мы увидели опять же вот этот магазин. И опять зашли и купили еще пиджак отдельно. Отдельно пиджак. Он темно-синего цвета, значит. Стоимость его, как вы видите, 110 лир. Это недорого. Солнце немножко искажает цвет. Ну, в общем, темно-синий. Здесь же на Мертере в этом магазине купили 3 брюк. Не такого костюмного плана. Ну, офисного плана, скажем так. Вот опять же, видите, эта фирма. 70 лир. Эти более тонкая ткань 80 лир. Эти, кстати, вот акция была. Эти, ну, в общем, я не помню, честно сказать, по какой цене нам именно их продали. Но я же сказала, вся покупка в этом магазине составила $100. На Мертере на рынке 3 футболочки детских купили. Ну, они такие с заманухами. Вот, к примеру, можно делать вот так. Двухцветные получается. Потом можно вот так возвращать обратно. Или 19, или 15 лир. Вот не помню. Это на 11 лет. Здесь такая другая замануха. Вот, видите, пересыпаются блестки. Вот эти вот. Сеточка, сердечко, пересыпаются блестки. Это у нас все на подарки. Это на 9 лет. Это 7-8 лет. Тут вот такая штука. Плюс. Должна светиться. Вот, смотрите. В общем, с такими заманухами. Вот такие ласты кожаные. 100 или 114 лир. В общем, они 46-й, и они ортопедические, короче говоря. Вот здесь пружинят. Ну так, добротные, осенние. Кожа очень мягкая. Тоже на Мертере, на рынке.